Граждане, я обращаюсь к вам. На моего сына забрали, третий день нету. Эти сволочи не помогают. Наших детей похитили правоохранительные органы. Их питали, током питали их. До такой степени питками с ними занимались, что в четвертый день они не могли встать на ноги. Может, они только ходить, но они не были в сознании даже. أهليش كانت متشعب شو قابل ما بهيس دول زدني شو دايما ندات شو يسوش дат شو. Агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну что ж, а мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Ведь есть же в истории Второй Чеченской войны те офицеры, которые спасали гражданской миссии. И я лично добивалась вместе с бывшим президентом Ингушетии Русланом Аушевым, чтобы одному из таких людей дали Героя России. И нам было объяснено официально из наградного отдела администрации президента, что у нас за спасение героев не дают, за убийство. 7 октября 2006 года, около 4 часов дня, Анна Политковская вошла в этот подъезд своего дома. Она возвращалась с покупками. Она сделала несколько шагов по лестнице, и в лифте ее убили 4 выстрелами. Такие правозащитники не будут ходить. Пусть меня дома судят вся мировая сообщество. А для меня они равносильны, как и террористы, экстремисты. Сегодня в Ингушетии была обнаружена мертвая известная российская правозащитница Наталья Истемирова. Незадолго до этого она была похищена в соседней Чечне. Ее труп со следами насильственной смерти был обнаружен близ города Назрань. Наталья Истемирова занималась расследованием преступлений, связанных с пытками, казнями и исчезновением людей в Чечне. Такие правозащитники не будут ходить. Такие правозащитники не будут ходить. А для меня они равносильны, как и террористы, экстремисты. Надели поверх черного пакета скотч. Чуть-чуть дышать, чтобы воздух поступал, отверстия оставляют. Надевают провода на пальцы рук, на пальцы ног и начинают бить током. Параллельно бьют по голове, по лицу. У них наши дети. Пожалуйста, помогите. Когда они меня допрашивали, говорили: хочешь услышать крики, стоны своего мужа? Ты же его голос знаешь?